Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. Невыплата заработной платы – это нарушение установленных законом сроков выдачи вознаграждения за труд и других платежей сотрудникам организации. Причины несвоевременного перечисления денег могут быть разными. Некоторые из них способны повлечь судебное разбирательство и уголовную ответственность руководителя. Обо всем этом мы сегодня поговорим с заместителем прокурора Якутии Александром Сергеевичем Трухиным. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Добрый вечер. Ну, давайте мы начнем с простого. Какие права есть у граждан в случае задержки оплаты труда? Но прежде всего, права граждан в сфере оплаты труда, в сфере охраны труда, любые трудовые права, они защищаются Конституцией. Поэтому государство гарантирует сегодня различные способы защиты прав граждан на труд. Если гражданин не выплачивает своевременно заработную плату, прежде всего у него есть право обратиться к самому работодателю. Если срок невыплаты зарплаты превышает 15 дней, с письменного уведомления работодателя работник может приостановить свою работу вплоть до полного получения всех причитающихся ему выплат. Если же, надо опять же таки полагать, заранее предупредив в письменной форме своего работодателя. Есть исключения из этого общего правила, в частности, не могут приостановить свою работу государственные служащие и лица, которые заняты на непрерывном производстве или на каких-то стратегических предприятиях, организациях. Да. В дальнейшем у работника, предприятия есть возможность обратиться в профсоюзную организацию, если таковая имеется, в Государственную инспекцию труда, которая является специальным органом контроля по защите прав граждан в этом направлении, конечно же, в органы прокуратуры по месту жительства или в суд. То есть возможности защиты трудовых прав граждан сегодня довольно-таки обширны. Но надо полагать, чтобы права были восстановлены своевременно, и обращение гражданина за оказанием соответствующей помощи, за защитой прав должно быть своевременным, поскольку у нас есть организации, которые находятся в стадии банкротства по 2-3 года. Люди не получают зарплату, поскольку не своевременно выявили эти факты, поскольку не своевременно поступили сигналы в органы контроля, в органы власти. И, к сожалению, в дальнейшем процессы защиты прав они затягиваются. Ясненько. Давайте мы сейчас посмотрим видеосюжет. 2022 года в адрес Государственной инспекции труда поступило 1391 обращение. Из них 314 по вопросам как раз заработной платы, из которых 60 задолженность по заработной плате и остальное по иным вопросам. Период финансового кризиса, нестабильная ситуация в стране, высокие финансовые риски ведения бизнеса. Все эти факторы становятся причинами экономического упадка компаний-работодателей. Одним из серьезных признаков является невыплата заработной платы. В данном случае работнику в первую очередь следует обратиться в трудовую инспекцию, так как сообщение о задержке зарплаты в трудовую инспекцию является основанием для внеплановой проверки. 10 ноября 2022 года внесены изменения в основания для проведения проверок, согласно которому при обращении граждан со сведениями либо информацией о массовых нарушениях трудовых прав граждан по заработной плате, это является более 10% среднесписочной численности, либо более 10 работников данной организации, по фактам невыплаты заработной платы более 1 месяца, это является непосредственным основанием для проведения проверки. То есть мы направляем на согласование в прокуратуру, далее прокуратура принимает решение о возможности проведения проверки, и мы принимаем свои меры. Кроме того, они разъяснят работнику его права и помогут подготовить заявление для других контролирующих органов. Мы принимаем, безусловно, все меры, в том числе по результатам проверки выдаем обязательное к исполнению предписания, исполнительные решения о принудительном взыскании, далее направляем их судебным приставам. Также в случае выявления в рамках проведения проверки невыплаты заработной платы полностью свыше 2 месяцев направляем материал в Следственный комитет, в следственные органы для принятия соответствующих мер, в том числе для уголовной ответственности, рассмотрения вопросов. Также при частичной невыплате заработной платы свыше 3 месяцев. Между тем, граждане должны знать, в соответствии с трудовым законодательством, органы Роструда обязаны сохранять конфиденциальность сведений о заявителе, если он об этом просит в своем заявлении. Такой же подход в органах прокуратуры, поскольку даже по единичному заявлению прокуратура проводит проверку в отношении всех работников. Александр Сергеевич, мы говорим, что невыплату заработной платы, Уголовный кодекс рассматривает как уголовное преступление.
У меня вот возникает вопрос. Есть, ну, допустим, вот, работники понимают, да, что работодатель в связи с какими-то определенными трудностями, проблемами не может в данное время оплатить заработную плату сотрудникам. Мгм. В этом случае как быть? Возбуждается уголовное дело или это как-то прощается? Нет, конечно, прощения здесь никаких недопустимо. Все-таки за неуплату зарплаты предусмотрено 4 вида ответственности. Это материальная, это административная ответственность, уголовная и в конкретных отдельных случаях дисциплинарная ответственность. Административная ответственность наступает у нас в случае, когда нет состава преступления в данном случае. Предусматривает Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях наказание от предупреждения штрафа и до дисквалификации работодателя за нарушение прав граждан на оплату труда. Обязательно в случае задержки невыплаты заработной платы предусмотрена материальная ответственность. Она у нас регламентируется статьей 236 Трудового кодекса. Это компенсация за несвоевременную выплату заработной платы. А в случае, если, как было сказано в сюжете, у нас не уплачивается заработная плата в срок свыше 2 месяцев полностью или частично более 3 месяцев, тогда наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 145 прямовой Уголовного кодекса Российской Федерации. Уже уголовное дело, да? Ага. А вообще накажут ли работодателя, если у него не было возможности перечислить вот заработную плату работника? Ну, в каждом случае, конечно же, ситуация индивидуальна. Если не было реальной возможности у работодателя выплатить заработную плату своевременно, то ответственность вряд ли наступит. Да? Но это все вопросы доказывания, которыми занимаются и органы гострудинспекции, и органы прокуратуры, и органы Следственного комитета. В редких случаях у нас работодатели избегают какой-либо ответственности, поскольку в большинстве случаев на территории республики все-таки мы доказываем, что возможность или варианты для решения проблемы, которые на предприятии и организации возникают, они имеются. В конце концов, работодатель может обратиться в кредитную организацию, взять кредит и выполнить свои обязательства перед работником, гарантируя, опять-таки, реализацию его трудовых прав, предусмотренных Конституцией России. Ну, вот вы в виде сюжета нам объяснили, да, как, куда обратиться в случае невыплаты заработной платы. Но, тем не менее, все же, какую ответственность вот работодатель несет? Кроме, ну вот сказали, административная, Уголовная, материальная и материальная. дисциплинарная. Дисциплинарная ответственность в частности наступает, если прокурор вносит представление и требует наказать, кроме самого работодателя, виновных лиц. Как правило, это работники кадровых служб, это работники бухгалтерских подразделений, по вине которых, к сожалению, часто не уплачивается своевременно заработная плата. Мгм. А сколько сейчас вот в данное время принято мер реагирования Мгм. в целях вот устранения этих нарушений? Да, меры реагирования прокурорами принимаются довольно-таки разнообразно. Если вести речь о ситуации за этот год, порядка 1800 различных нарушений прокурорами выявлено, именно связанных с невыплатой заработной платы. В связи с этим принесено порядка 120 протестов на незаконные акты. Как правило, это локальные акты работодателей, которыми предусматриваются несоответствующие Трудовому кодексу сроки выплаты зарплаты, да, или предусматривается выплата заработной платы только 1 раз в месяц, хотя Трудовой кодекс говорит прямо, что не реже, чем 2 раза в месяц должны уплачиваться, соответственно, аванс и заработная плата. В случае мы выявляем, если нарушения, связанные с неуплатой зарплаты, вносится представление. Более 1000 таких представлений в этом году внесено, по ним порядка 150 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Конечно же, все это сопровождается и административным преследованием. 159 работодателей в этом году по нашей только инициативе привлечены к административной ответственности. В 2 случаях работодатели были дисквалифицированы. Так все-таки у нас нарушаются, да, оказывается, трудовые права? Нарушаются, к сожалению, нарушаются массово. Да, на территории республики сегодня 18 организаций имеют задолженность по заработной плате, а сумма общая ее превышает 38 миллионов рублей. Это по всей республике? По всей в целом? республике, да, 18 организаций. И как это сейчас, ну, в данный момент, на какой стадии взыскивается это? Обязательно взыскивается, как правило, это задолженность новая, свежая, просроченная задолженность, поэтому обеспечивается защита прав граждан и принятием комплекса мер прокурорского реагирования, подключаются к решению этих вопросов и органы Роструда, Гострудинспекции. В отдельных случаях, если мы видим признаки преступления, соответствующие материалы направляются в органы Следственного комитета. Только по материалам прокурорских проверок в этом году возбуждено 4 уголовных дела. Еще по 4 организациям сейчас проводятся процессуальные проверки именно с целью дачи уголовно-правовой оценки вот таким нерадивым работодателям. Да, кстати, к нам вот тоже обратились сотрудники одной организации. Мы сейчас посмотрим видеосюжет и поговорим.
В 2022 году прокуратурой республики проведена проверка о нарушении трудовых прав Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации имени Гаврилова, где до сих пор сохраняется задолженность по заработной плате работникам на общую сумму более 7,5 миллионов рублей. Ради детей мы работали. Нам сказали, закрываемся, но мы не хотели. Это очень престижная организация «Ятек». У меня там учился сестра, все знакомые, всех хвалят «Ятек». Ну, мы славились, «Ятек» славился всеми своими традициями, своими успехами. Это закрывает, потом сказали, это закрывается. Мы крайне возмущены были, и без преподавательский состав в этом не согласен был. И мы до последнего работали. У нас есть все судебные решения. Мы обращались в Государственную инспекцию труда, в прокуратуру, Следственный комитет. Все решения в нашу пользу, но почему-то до сих пор не можем получить выплаты. В связи с чем мы даже сами не знаем. Наш колледж на стадии ликвидации. И кто будет выплачивать нам, вопрос остается открытым. Работая в «Ятеке», взял кредит и построил дом, надеясь, что я могу оплатить кредит. Теперь у меня большие проблемы. Я пенсионер, у меня пенсия совсем маленькая, и мне приходится выкручиваться разными способами, чтобы оплатить мой кредит. По вышеуказанным фактам неоднократно предпринимались меры реагирования, в том числе по привлечению к административной ответственности и взысканию сумм задолженности в судебном порядке. Также возбуждено и расследуется уголовное дело. Александр Сергеевич, как нам объяснили сотрудники, дело у них тянется с 2020 года, да, и сентября вроде сказали. Вы слышали об этом, да? Наверное, что скажете по этому поводу? Да, конечно, по ИТЭКу мы сейчас ситуацию взяли на еженедельный контроль во взаимодействии с органами государственной власти республики, прорабатываем альтернативные варианты защиты прав, трудовых прав работников данной организации. Поскольку ни работодатель не имеет физической и фактической невозможности погасить такие долги, да, мы вынуждены были обратиться в суд с иском о привлечении, юридическими терминами говоря, субсидиарной ответственности учредителя данной организации, то есть не самого работодателя, а тех организаций, которые данный колледж учредили. Такие решения суда состоялись, отдельные иски еще находятся на рассмотрении. Тем не менее, я думаю, что до конца года работники все-таки заработную плату, причитающуюся, им получат, поскольку органами власти республики принято уже решение о том, чтобы, как я сказал, в альтернативном, в исключительном порядке компенсировать все эти расходы иными способами. Надеемся, что решится вопрос положительно. Да, держим на контроле обязательно. Да. А примерно на какую сумму пресечено нарушение прав граждан на оплату труда за последние 8-9 месяцев? В целом по республике, да, если у вас есть конечно. данные. Только в этом году и в результате исключительно мер прокурорского реагирования где-то во взаимодействии с органами власти республики были защищены права 7,5 тысяч работников. То есть это те лица, это та цифра, наших граждан, да, которые вынуждены были обратиться в прокуратуру прежде всего за защитой своих нарушенных прав. Их права реально восстановлены и погашена задолженность по заработной плате, которая превышает в общем объеме 230 миллионов рублей. Это цифры только этого года. Если вести речь про предыдущий год, про 2020, то ежегодно порядка 250-200 миллионов именно погашается задолженность по зарплате в результате прокурорского вмешательства. Но все-таки работодатель находит какие-то выходы и выплачивает. Конечно, у любого долги. работодателя при желании, у любого правильного управленца всегда найдутся варианты, чтобы решить эту проблему. Есть, да, нерадивые у нас работодатели, которые, к сожалению, не осознают всей той ответственности, которую они же могут понести в связи с неуплатой заработной платы. Да, кстати, вот в Уголовном кодексе, по-моему, да, вот из-за корости или из-за личного, из-за личной заинтересованности. Да, какие случаи бывают? Случаи бывают абсолютно разные. Как правило, уголовная ответственность наступает в случаях, когда работодатели, не выплачивая заработную плату, расходуют имеющиеся на счетах денежные средства на иные цели.
У нас есть случаи, когда работодатели себе заработную плату выплачивают, а работникам нет. У нас есть случаи, когда работодатели покупают какое-то имущество или оплачивают какие-то услуги вместо того, чтобы погасить задолженность по заработной плате. В каждом таком случае у нас идет речь о привлечении нерадивых работодателей к уголовной То есть ответственности. случаев у нас достаточно, да? Да, как я сказал, 4 уголовных дела возбуждено только по нашим материалам, да, а в целом сегодня 13 уголовных дел расследуется или уже расследовано органами Следственного комитета по таким фактам. А какая вообще профилактическая работа ведется в этом направлении? А что касается профилактики, основной нашей мерой в данном случае является объявление предостережений о недопустимости нарушения закона. Более 150 таких предостережений в этом году мы работодателям объявили. Кроме того, здесь используются меры профилактики, предусмотренные 248 законом органами Роструда, Гострудинспекции. Конечно же, это правовое просвещение, правовое разъяснение, это участие в различных семинарах, это разъяснение работа с трудовыми коллективами, разъяснение работникам их прав. Любые другие площадки, которые сегодня позволяют именно разъяснять, обучать наших граждан, наших работников, как защитить свои права, мы их всегда используем, готовы идти навстречу, чтобы повышать уровень правосознания и работодателей, и работников. А вот, допустим, есть случаи, когда работник устроен на работу, ну, на словах, скажем так, да, просто, может быть, даже не по договору, и задерживает заработную плату. Бывают у нас такие случаи. И как быть? Случаи такие бывают, и они, к сожалению, нередки в Республике Саха-Якутия. Только в этом году мы в деятельности 52 организаций и предприятий выявили случаи, когда с работниками не заключаются трудовые договоры. После нашего вмешательства с 207 работниками такие трудовые договоры были заключены. Причем не только они получали заработную плату в конвертах, да, но и не было соответствующих отчислений в налоговые органы, в небюджетные фонды. Да. То есть не обеспечилось дальнейшее пенсионное содержание данных работников. В таком случае работодатели несут двойную ответственность. Они привлекаются к административной ответственности не только за сам факт невыплаты заработной платы, но и за незаключение трудовых договоров. Если работодатель оспаривает необходимое заключение трудового договора, мы идем в суды в защиту прав граждан и в суде доказываем, что в данном случае отношения были трудовыми, и трудовой договор работодатель должен был заключить и, соответственно, компенсировать все те выплаты, которые работнику причитаются в силу закона или в силу того же трудового договора. Ну, то есть и заработная плата, и компенсация. Любые все выплаты, компенсации, оплата отпуска, оплата проезда, премии, все, что связано так или иначе с выполнением трудовых функций. То есть согласно Трудового кодекса. Да, так точно. А если суд признал вину работодателя, а работник имеет право, да, то есть получается взыскать с него, с работодателя. Все причитающиеся выплаты с момента фактического приступления к исполнению трудовых обязанностей. Есть вот очень интересный вопрос по дискриминации. Всегда очень много вопросов бывает. Допустим, беременная женщина хочет устроиться на работу, а работодатель говорит: нет, к сожалению, мы в таком положении не принимаем на работу сотрудника. Да, вопросы такие возникают у граждан, особенно часто они возникают, когда они обращаются к нам на телефон горячей линии. Наиболее часто работодатели злоупотребляют своими полномочиями, своими правами и отказывают в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста, беременных женщин, действительно, или женщин, у которых имеются, да, по возрасту, или женщин, которые имеются детей до 3 лет. В данном случае предусмотрена и уголовная ответственность, поэтому скрывать такие случаи ни в коем случае нельзя. По Республике Саха-Якутия такие факты, они единичны, но они есть. Надо понимать, что такие нарушения носят латентный характер. Не всегда даже и работники понимают, потенциальные работники, что в данном случае нарушены их права, и необходимо обращаться или в Гострудинспекцию, или в прокуратуру, или в суд, а где-то даже и в Следственный комитет за защитой своих нарушенных прав. Да, у нас бывают случаи, когда работодатели применяют по каким-то дискриминационным мотивам, отказывают в трудоустройстве работников, например, потому что у них нет регистрации по месту жительства рядом, допустим, с предприятием или в целом на территории республики. Это ни в коем случае не основание, чтобы отказывать работнику, лицу, гражданину в трудоустройстве. У нас есть случаи, когда работники по своему субъективному мнению, усмотрению ротируют премии по итогам работы за квартал, за год, да, опять-таки не с учетом деловых
каких-то квалификационных требований работника, а только потому, что им так захотелось. Это тоже дискриминация. И в каждом случае работодатель несет или административную, или уголовную ответственность. За в зависимости- невыплату премии, да? За невыплату премии, да, или за выплату премии, допустим, в меньшем размере, чем там соседу по кабинету, по рабочему Да. месту. Есть такие случаи, к сожалению, да, они нами пресекаются также. Мгм. А что нужно вообще вот знать о выплатах за сверхурочную работу? Вот у нас говорят особенно ночное время, то есть ненормированный рабочий день, да? Мгм. Вопросы, связанные с гарантиями, компенсациями, когда работник привлекается на сверхурочную работу или в ночное время, они детально регламентированы Трудовым кодексом. Если вести речь про сверхурочную работу, то это должно быть согласие работника. Ну, за исключением, опять-таки, некоторых производств, допустим, когда устраняется какая-то производственная авария, там согласие работника не требуется получать. Да, есть у нас категории работников, которые не могут привлекаться к работе в сверхурочное время или в ночное время. Опять-таки, это беременные женщины, женщины, которые имеют детей до 3 лет. Это работники, по которым по медицинским показаниям противопоказано в ночное время работать. Кроме этого, в каждом случае должен оформляться приказ или иной документ работодателя о том, что работник привлекается к работе в сверхурочное или ночное время. Ну и, конечно же, Трудовой кодекс гарантирует повышенную оплату или предоставление дополнительного дня отдыха и за сверхурочную работу, и за работу в ночное время. Если это сверхурочная работа, то это не более 4 часов в сутки. Да, и эта оплата не менее чем в двойном размере за такую работу. Причем надо понимать, что локальным актом работодателя могут предусмотрены и иные, более льготные условия, более какие-то дополнительные стимулирующие выплаты, когда работник привлекается к работе в ночное время или к сверхурочной работе. То есть обязательно должен быть, соответственно, приказ. Приказ, согласие. Да, но в отдельных случаях, повторюсь, все-таки согласие работника не требуется. Но опять-таки это, как правило, сложное производство, да, или когда необходимо срочно устранять какие-то последствия чрезвычайной ситуации, ну, наводнения, пожары, да, это наши, как правило, специальные службы. Понятно. А как определяться вот виновные в нарушении требований охраны труда? Ответственность за нарушение правил охраны труда предусмотрена и административная, и уголовная. Если речь идет про наступление тяжких последствий или причинение смерти работнику по неосторожности, конечно же, предусмотрена уголовная ответственность. Это статья 143 Уголовного кодекса или статья 216, когда речь идет о строительных и иных видах работ. Если нет таких последствий, то обязательно рассматривается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности. В каждом случае, после каждого несчастного случая должна быть создана комиссия, должны быть расследованы причины и условия, которые способствовали нарушениям правил охраны труда, особенно когда они повлекли за собой причинение вреда здоровью работника или, не дай бог, причинение ему смерти. И в каждом таком случае, я напомню, работодателям нашим есть обязанность в Трудовом кодексе предусмотрена информировать органы прокуратуры, органы Роструда о несчастных случаях. Сам по себе факт сокрытия несчастного случая от органов прокуратуры или от органов Роструда является основанием для привлечения работодателей к административной ответственности. Если, не дай бог, конечно же, будет сокрыт случай, когда работнику был причинен какой-то тяжкий вред, да, уже будем рассматривать в отношении работодателя вопросы привлечения к уголовной ответственности. Ну, то есть человек имеет право жаловаться только вот когда в рабочее время, допустим, вот несчастный случай случился, или, допустим, человек работает до 20, и после 20 часов он на территории своей организации, там, допустим, сломал ногу или там... Но в отдельных случаях, когда работник следует к месту службы, к месту работы или обратно к месту жительства, да, также могут быть установлена виновность работодателя в том, что он этот вред получил на территории там, строительной площадки, в целом на территории, где он осуществляет свои трудовые функции. И в отдельных случаях, да, может быть предусмотрено, что в данном случае причинение вреда связано с нарушениями со стороны работодателя, даже если работник получил эту травму за пределами рабочего времени. А в каких случаях грозит вот ответственность за дискриминацию в сфере труда? Но мы с вами уже про это поговорили. Ну да? нет, То есть, все равно еще хочется вот повторить, да, как-то, может быть, я как-то неправильно вам задала вопрос, но вообще вот работодатель какую ответственность все-таки несет за дискриминацию?
Ответственность за Может ли дискриминацию вот привлечь предусмотрена уголовное, да. или уголовная, или административная, в зависимости от последствий, в зависимости от категории лиц, права которых дискриминированы. В любом случае, что такое дискриминация? Это ситуация, в которой работодатель своими действиями или своими решениями ставит работника в неравное положение по отношению к другим лицам или претендента на работу. Да? Это в любом случае ситуации, когда дополнительные условия для трудоустройства, для увольнения, для реализации каких-то иных прав работника ставятся в зависимости от его личных качеств, от его пола, от его возраста. Да? То есть когда не связано то или иное решение, те или иные действия работодателя с квалификацией работника и с его деловыми качествами. Напомню, что за это предусмотрена административная ответственность. Это статья 5.62 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Или уголовная ответственность. Это целых 3 состава. Статья 136, 145 и 144 прямовая Уголовного кодекса. Спасибо. Давайте еще внимание на экран мы посмотрим. Что делать, если ваши права нарушены? Подать заявление в Государственную инспекцию труда, сообщив о нарушении работодателем действующего трудового законодательства. Приостановить работу по прошествии 15 дней, уведомив начальство в письменном виде. Обратиться в суд, составив исковое заявление с требованием выплатить полагающуюся заработную плату, а также денежную компенсацию за весь период приостановки работы. Подать прошение о возбуждении уголовного дела в полицию или прокуратуру, если средства не выплачиваются более 2 месяцев. Александр Сергеевич, что нужно учесть работодателю, оплачивающему труд работников в районах Крайнего Севера, ну и при равнинных местностях? Федеральное законодательство сегодня предусматривает для таких работников, по сути, 2 дополнительные выплаты. Это районный коэффициент и надбавка за стаж работы в условиях Крайнего Севера и соответствующих местностях. Районный коэффициент начисляется работникам только лишь по факту того, что он осуществляет трудовую деятельность на соответствующем местности, в соответствующем районе, которые приравнены или являются районами Крайнего Севера. Да? А что касается надбавки за стаж работы в условиях Крайнего Севера, да, или соответствующих местностях, здесь эта надбавка зависит от возраста, от стажа работы и от группы этого района или местности, которую законодатель делит на 4 категории. Первая — это непосредственно районы Крайнего Севера с особо сложными климатическими условиями. Вторая группа — это иные районы Крайнего Севера. Третья группа — это местности, приравненные к районам Крайнего Севера. И четвертая — это иные местности с особыми климатическими условиями. Да, то есть, повторюсь, если районный коэффициент зависит только от того, где работник осуществляет свою трудовую функцию, причем независимо от того, где работодатель находится. Да, у нас бывает, что работодатели находятся в Москве, да, или в городе Якутске, а сами работники там вахтовым способом осуществляют деятельность в районах Крайнего Севера. Да. В данном случае его зависит только получение районного коэффициента, его начисление зависит от того, где сам работник работает. А надбавка за стаж, надбавка за работу в условиях Крайнего Севера, повторюсь, она зависит от 3 этих факторов. От возраста, от самого стажа и от той категории местности, где работник свою функцию выполняет. Спасибо. Уважаемые телезрители, я вам напоминаю, что сегодня в нашей передаче принимал участие заместитель прокурора республики Александр Сергеевич Трухин. Задержка заработной платы – неприятная ситуация, при которой работник, по сути, должен выпрашивать честно заработанные деньги. Впрочем, есть несколько способов урегулировать конфликт и, наконец, получить свои кровные. Итак, если начальник все время кормит завтраками и обещает вот-вот выплатить зарплату, терпеть это не стоит. Конечно, от разовой задержки никто не застрахован, но если вы понимаете, что деньги не выплачивают системно или вас пытаются обмануть, смело начинайте активно решать вопрос. Есть 3 основных способа это сделать. Заключение добровольного соглашения с работодателем, обращение в прокуратуру или трудовую инспекцию. Также обращение в суд. Но мирное урегулирование конфликта между работником и работодателем всегда является более предпочтительным для всех, даже когда уголовное дело уже возбуждено. На этом наша передача подошла к концу. До встречи ровно через неделю. До свидания.